Серая пучеглазка. Лягушки – веселый народец. Греются на берегу на солнышке, а как подойдешь поближе – прых-прых-прых в воду, и все мигом на дне попрятались. Но постойте тихонько на берегу, пройдет 2-3 минуты, глядь, из воды уж торчит головка, а там и спинка наружу. Огляделась лягушка, нет ничего опасного, и поплыла к берегу. Следом за ней 2-я, 3-я. Вот и опять вся лягушиная компания сидит на солнышке, греется, караулит пролетающих комаров да мушек. Веселый народец лягушки. Глядишь, как блестят на солнце их гладкие зеленоватые спинки. Глядишь, и сердце радуется. Но вот наступает ночь. Вы идете в саду по сырой тропинке, впереди прямо через дорожку прыг, прыг, прыг. Нет, это совсем не лягушка. Та скачет большими прыжками, а эта еле передвигается. Поймать ее ничего не стоит. И в руках на ощупь она совсем иная. Кожица не скользкая, какая-то шероховатая. Это не лягушка, а серая жаба. Многие из ребят боятся жабы. В руки ни за что не возьмут, ведь она поганая, ядовитая, от нее на руках бородавки бывают. И все это, ребята, сплошной вздор. Никаких бородавок от того, что подержишь жабу в руках, не будет. Правда, кожица жабы покрыта особой слизью. Эта слизь ее от врагов защищает. Схватит жабу какой-нибудь хищный зверек. Фу, как невкусно! Щиплет во рту, сразу бросит. А если ты в руки жабу возьмешь, ничего не почувствуешь. Только потом руками глаза не три, защиплет. А вымыл руки, вот и делу конец. Значит, зря про жабу нехорошая слава идет. На самом же деле она не только никому не вредит, а еще и пользу приносит. Если найдете жабу, ловите ее и несите скорее в огород. Там она всех гусениц, всех слизняков переловит и съест. А чтобы серая пучеглазка не удрала от вас, ей нужно домик устроить. В темном сыром уголке сложите из обломков кирпичей и камешков маленькую пещерку. Жаба – домоседка. Она охотно поселится в вашей квартирке, только нужно, чтобы в ней было прохладно, темно и сыро. Уж такой у жабы нрав, не выносит она жары и яркого солнца. Весь день просидит серая пучеглазка в своей темной сырой квартирке, а как наступит ночь, тут она и отправится на охоту за гусеницами и слизняками. Жаба огороднику – первый друг.